Уставов, добрый день. Рада видеть вас сегодня на вечере памяти, да, Степана Ермолина, актера, драматурга. К сожалению, сегодня с нами не смог быть на мероприятии сын Владимир Степанович, но он передавал большой привет, он передал материал, он нам передал все материал, который бы он хотел нам показать и о чем он бы хотел рассказать. Да, но, к сожалению, вот получилось так, что у него накладка получилась мероприятиями, да. Мы планировали, что он у нас будет, поэтому начнем мы с просмотра фильма, который он нам предоставил для сегодняшнего вечера. Фильм называется, фильм подготовил к 100-летию Степана Ермолина режиссер, актриса театра драмы Ольга Радович. Свое музыкально-биографическое повествование она назвала «От весны до весны». Снег позавчерашний. Апреля 1914 года в старинном комиселе Часова у Читы Ермолиных Ивана Ивановича и Марии Львовны родился сын Степан. Семья была большая, кроме Степана еще 6, 3 сыновей да 3 дочери. Дети с самого раннего детства знали, что такое тяжелый крестьянский труд. Дома часто не хватало хлеба, но всегда царил добродушный юмор. Воскрешая в памяти далекие картины детства, я как-то особенно ясно вижу нашу небогатую крестьянскую избу, освещенную в долгие зимние вечера потрескивающей лучиной, и шумную компанию деревенских девушек и парней, собиравшихся к сестрам на посиделке. Я всегда участвовал в этом веселье. Сначала сидел при лучине, поддерживая огонь, а позже, когда выучился играть на балалайке, устраивался рядышком с гармонистом и тихонько натренькивал, выводя нить. Кодермуна джуджит кармельк пылен, огми вермы лапнет ланищим. Море спиющ орце петащулом, сечен миян шуда оланин. Эж васаюн помтен дортен виджьяс, вече гощур матыш отикуст. Ыршкаш яслан шулен, черан, виштьяс, лулкать воин не корташоскус. Вештуру на колхоз виджьяс вештын, лепач чукар чипсташины пыр. Самолеты съены жуса гыштен, коллялыны наешилык тыр. Ыммич лёмын өвтөрыт ясынет, кодыр осот мышты шонды луч. Том йос пыжан нюледеш вавылет, гуляйтек тырвешкаден муч. Гора юрга том вытырлен щулем, налын сөстем юрвежер ищин. Мора спиущ орце петащылым, кучем шуда миян оланын. Степан отличался живым умом и хорошей памятью. Курс начальной школы прошел за 2 года. Учебу продолжил в школе крестьянской молодежи. На всю жизнь остался в моей памяти образ нашего учителя Василия Алексеевича Будкина.
руководившего тогда школьным самодеятельным кружком. Видимо, он заметил мое увлечение театром, потому что не раз советовал стать артистом. Что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Однажды к нам в Часово приехала бригада передвижного театра. Видимо, они от кого-то узнали обо мне, потому что после спектакля директор бригады Костромин отозвал меня в сторонку, поговорил о том о сём и стал звать меня в Сыктывкар. Соблазн был так велик, что, не доучившись в школе, я уехал в Сыктывкар и поступил на курсы при театре. Это случилось 6 марта 1931 года. Выбор был сделан. После учебы на краткосрочных месячных курсах с отличными оценками по всем предметам Степан Ермолин был зачислен в штат Коми-театра. Коми-передвижной показательный театр под руководством Виктора Савина, основанный в 1930 году, до 1936 года оставался выездным, а не стационарным. Труппа театра делилась на несколько бригад, каждая из которых обслуживала определенные районы Коми-области. Директором одной из таких гастрольных бригад был назначен Степан Ермолин. Кроме спектаклей, показывали концертную программу, читали стихи, пели песни, исполняли куплеты и частушки на местные темы, выпускали стенгазету. Неизменным редактором стенгазет и автором большинства стихов и частушек был Степан Ермолин. Все с красивыми волосами, никто не вышел. Говорят, сидят молодые, сейчас все. Молодцы, очень хорошо. Впервые она, его Настенька, предстала перед ним на приемных экзаменах в театральную студию. Сам начинающий актер Степан Ермолин сидел в составе приемной комиссии. Эта смелая девчушка, тоненькая, как тростиночка, и маленькая, как зернышко, сразу покорила его сердце. Он так и будет называть ее всю свою жизнь. Меном Тущук, моя ягодка, мое зернышко. Къртуй пълен сине състъм, енеш дон, къртуй бока нывкът пръшаче тонзон, ескуш сия нывлы коршне бърякъв, гудък бършашивне бощи шиланкъв, щедечка тенет шълъмъс он бощ, ешка кутлы, теят сыфтърто он вощ, щедечка шонды вълен сия зев, шаль надворсне понды вълъкаме тъв, Мыйным сышавычны, туйды донаныр, кысян подын выча, кычыч он шукыв. Степан Ермолин и Анастасия Митюшева поженились. В сентябре 1934 года родился их первенец, сын Юра. Анастасия Ермолина проработала актрисой в театре 16 лет, но ей пришлось пожертвовать своей карьерой ради семьи. Детей ведь было 8. Правда, 3 умерли в 2-летнем возрасте. Нянек и бабушек не было. В доме Ермолиных всегда было много детей, своих и соседских. Степан Иванович часто читал им сказки, рассказывал интересные эпизоды из своей жизни. Он очень любил детей. В 1932 году на учебу в Ленинград уехала первая группа молодежи Коми. Я тогда работал директором гастрольной бригады и не смог присоединиться к ним. Но спустя 2 года, когда в Сыктывкаре проводился новый набор, я был принят сразу на 3-й курс и уехал в Ленинград. Педагогами Степана Ермолина были Надежда Ивановна Комаровская и Ян Борисович Фрид. В 1936 году студийцы вернулись в Сыктывкар, и театр пополнился молодыми профессиональными кадрами. Так было положено начало Коми-республиканскому драматическому театру.
песню свою. Время конца 30-х годов было очень мрачным. Виктор Савин, Вениамин Чисталев, Николай Попов и многие другие известные писатели подверглись репрессиям. Шла непримиримая борьба за цели конной литературы. Начало и продолжение писать было настоящим подвигом со стороны Степана Ермолина. Драматургией я занялся вскоре после возвращения с учебы в Ленинграде. С 1938 года мною в соавторстве с Николаем Дьяконовым написаны 6 пьес: «Глубокая Запань», «Вороны», «Усть-Куломское восстание» драма и «Усть-Куломское восстание» музыкальная пьеса в стихах, а также «Дом на Каликова» и «В дни войны». Ермолин самостоятельно написал пьесы «Молодые патриоты», «Новые всходы», одноактные пьесы «Не вернулся на свою базу» и «Очередная операция». Совместно с Дьяконовым была написана детская пьеса «Мужество» о героизме коми детей в гражданскую войну. Степан Иванович занимался переводами пьес и стихов с русского на коми язык. Муем-нылка, Жошень-Торен, были печкали вечора, две царицанка были, черный пани затянулись. Эшкачим стал мир пашта, не корвыл на конфигдашки. Две царицанка вои, шурашистых воят чоли, вот таночка затягачим мир паштет бандеровочи. Царицан твой, шурашистых коймат чоит. Эшке зеки царный сбылись, чушь ты пытки богатырец. Муж царев явись на шумы, было ожес жук их мури. Керкасек пысть царь, все муж государь. Что я сёрный генсие, солис пылыжа стаи. Вырдя нылын шуан кылыс, войс царный шунан было. Нылка, видя ола, ведь ты меня гыркнула, а щекрыта кутный хушка, богатырь с менем чушты. Тиянды человек лома, стенотный азгор даомес, борщ Татьяна шершерыш, вотче чойник да не берыш. Метючий ткачиха, модный дот повалиха. Эти сарцы клюя трогать, хуем чоя смыть гордость. Чем был луна. Венчать чистый руас. Тух счастливый пирая, Толыч мой пять путанцая. Дождь ясная история вылез, Вича сплен крылать было, Ульвин уличного сердца.
Весь опористый, а свежий. Но все пресса провалиха, вырдалин залыстачика, завидь ты в лощеном долине, веждами царица чой. Дом царица менить берти, аще с крестом ждуя перти. Первый вой щанир жазия, он без небачный царь бие. Лет из своих 47 Степан Ермолин посвятил коми-театру. Им было сыграно более 150 ролей, в каждой из которых он никогда не повторялся. Если быть артистом, то только хорошим. А для того, чтобы выйти на сцену и произнести фразу «кушать подано», не стоит учиться на артиста. Ярким, запоминающимся был его солдат Иван Шадрин из спектакля «Человек с ружьем» по пьесе Погодина в постановке главного режиссера театра Мерского в 1940 году. Уважаемый, где мы тут чайкули? Извините, уважаемый, мы издали. Соскучился по чаю, а? Ох, и не говорите, уважаемый. Ну, пойдемте в кафе. Вы давно, товарищ, воюете? 3-й год без выхода. А вот вы оставили давно? 10-12, как живой выскочил. Плохо дело. Беда. Во всем этом сидите на позициях. Это еще хорошо. А у немцев так. Ничего не заметили? По нашим заметкам судим. Тоже не сладкой. Солдату везде не сладко. А какие у вас были заметки? Это очень важно. Куфием таким, знаете, психорием пахнет. Пленного приведу, не тот там немец. Не тот. Устал немец. Что и говорить. Года Ермолин в своем дневнике пишет: Война. Фашизм сошел с ума, направил свои жало на нас. О, изверг! Раздавить гадину. 4 июля 1941 года. Вступил в народное ополчение. Надо быть не только поэтом-артистом. Я желаю быть бойцом. 6 июля 1941 года. На фронт. Все на фронт. И я хочу быть на фронте. О, почему я не год? Кто сказал, что я не год? Ничего подобного. Добьюсь на фронт, на защиту Отечества. 1 ноября 1941 года. Почему до сих пор военкомат не посылает на фронт таких, как я? Стыдно ходить по городу в такие дни с моим ростом, с моей комплекцией. Броня! Какого черта нужна сейчас какая-то броня? Завтра еще раз пойду в военкомат. 1 мая 1942 года. Эх, на фронт бы. Ничего, бомбами слов буду сражаться. Так и было. В годы Великой Отечественной войны Степан Иванович Ермолин самоотверженно трудился в тылу. 10 апреля 1943 года он пишет в своем дневнике: Президиумом Верховного Совета Коми АССР награжден званием заслуженного артиста Коми АССР. Это результат моих 12-летних трудов в области развития коми-искусства. Вперед к новым победам! В 1945 году Степану Ермолину присвоено звание народного артиста Коми АССР. Он награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 году. Пришла Великая Победа. В тяжелые послевоенные годы, в перерывах между спектаклями, гастрольными поездками, Степан Иванович построил в Сыктывкаре свой дом, где жил с семьей с 1947 года. Дети подрастали, становились помощниками, а жизнь театральная продолжалась. В
создано коми-отделение Всероссийского театрального общества, где Степан Иванович Ермолин стал первым председателем. В театре ставились новые спектакли, игрались новые роли. В 1951 году Степан Ермолин был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР», а еще через 5 лет получил орден Трудового Красного Знамени. 20 мая 1961 года шла премьера спектакля «Потерянный сын» по психологической драме Арбузова. Во время спектакля сердце артиста перестало биться. Ему было 47 лет. Коми-театр потерял одного из лучших актеров, а Коми-земля – одного из лучших своих сыновей. Здесь душу он до капельки растратил. Здесь правду говорил он в полный рост, сраженный болью, нежностью, талантом. На полуслове рухнул на помост той коми-сцены, где кипели страсти, с душой открытой, сердцем добрым, чист. И все-таки, наверное, был он счастлив, что жил и умер, как большой артист. Во время спектакля сердце артиста перестало биться. Ему было 47 лет. Коми-театр потерял одного из лучших актеров, а Коми-земля – одного из лучших своих сыновей. Ежбык кыа моревеште, тövнür кымыр чукарбайы. Кымыру да море костым, гордый тövже буревестник, счет гымнев хоть сесели. То гверда бордна синмас, то дикнем озвыла качас, горза сие, и он радгам кымыр кылы дебачшыныш. Сылын горзым, пуля корем, сылыш пынсы, пипа щелом, да победа отрезком кылы тая горас. Каля чукыр сыни садящ, чеп сашыны море вылти, да кыть пыды заснин рада жепны буря очень полом. Чучи гыгыр яснярыш, нае щелым оз симал, олым пышса тышнич кумыс. Гым гор повже дайнайыс. Пуля, регык локтас пуля. Тае гордый буревестник, повтак тövже гым чаппысти. Скырамурган моревештин, тач пророк, победа сие. Эджа локтас, ёнджик, пуля. Проходят годы, уходят люди. Дорогие зрители, давайте аплодисментами почтим память тех творцов, кто стоял у истоков создания коми-драм-театра. Давайте похлопаем. Отметим, что такие подобные мероприятия вечера памяти Степана Ермолина проходили в библиотеке уже ранее, да, за что Владимир Степанович нам выражает благодарность. Выражает благодарность он также Алексею Вячеславовичу Попову, который подготовил издание о Ермолине, презентовал его в стенах нашей библиотеки. Выражает благодарность, конечно, автору фильма, который мы посмотрели, Ольге Радович. Ну и еще вот он нам порекомендовал посмотреть, показать, да, еще один небольшой ролик, презентацию еще одну, о жителе села Часово. Житель села Часово Александр Васильевич Повторицын, один из первых
стал собирать информацию о своем знаменитом земляке. Еще работая в школе, он рассказывал ученикам о Степане Ермолине. Вместе с учащимися оформлял стенды и даже ставил с ними сценки по пьесе Ермолина «Мужество». Степан Иванович был талантливым артистом, сыграл в родном театре более 150 ролей. И Александр Васильевич, собственно, об этом и подготовил свою работу, которую мы сейчас посмотрим. Она называется «Театральные роли Степана Ермолина». У него сестра есть. Вот сестра. Она все научилась. посмотрим в завершении мероприятия. А сейчас позвольте я слово предоставлю Алексею Вячеславовичу Попову, который расскажет о своей новой статье, подготовленной, опубликованной Ольгой Входжевой, и, может быть, немножко упомянет ранее подготовленные книги. Пожалуйста. По статье даже не буду, наверное, почитаете.
вспоминаю вот далекий 30-й, 94-й год. Я работал в драмтеатре штатным драматургом. И пришли, вот, именно 24 апреля, пришли в театр, семья, семья Ермольных. Там была Анастасия Михайловна, мать еще жива была, дети. И они так рассказывали о своем отце. Я уже и забыл, кто такой Ермолин. Хотя в детстве я играл в спектакле «Вот мужество». Один из ролей играл, а потом постепенно забываю. Также и вот сказали, что в 1961 году он умер на сцене. Его похоронил весь город. После я увидел эту фотографию, весь город собрался возле драмтеатра. А потом постепенно стали забывать. И после этого как-то у меня появилась мысль лучше узнать об этом великом человеке. И после уже, когда наступил 90-летие, а тогда было 80-летие со дня рождения, 94-го, в 2004-м, 90-летие, познакомился я с Владимиром Степановичем за это десятилетие, и как-то подошел к нему, и мы разговорились и решили, как-то надо сделать такое комплексное празднование 90-летия от Степана Ивановича Ермолина. Ну, написали там сценарий, что бы нам хотелось, что это финансовое, это самое, взял на себя Владимир Степанович. Мы придумали, что выпустить книгу его произведениями, воспоминаниями, те, которые еще живы, потом еще из буклет, и сделать памятный вечер, как, ну, на помощь, чтобы помогли в этом в организационном деле. Мы пошли в Министерство культуры, там была министр тогда Мария Вячеславовна Божева, она нас поняла и вот, пошла навстречу, и как бы мы поддержку получили от них, и тогда уже были уже проведены вот эти мероприятия. Появилась и книга «Костянтин», тогда на помощь это нам пришли издательский дом «Коми», Александр Ульянов, Иван Белых, которые собирали эти материалы. Потом воспоминания тех, которые знали его, еще были тогда живы, Василий Осипытович Худяев, режиссер телевидения, Леонид Александрович Лыпкин, известный журналист, Галина Петеровна Лыпкина, известная артистка, Евгений Леонидович Горчаков и Ларев Александр Константинович, они были живы, они написали воспоминания и вот включили вот, не только произведения Степана Ивановича, но и воспоминания о нем этих людей. Потом было наверное, неделя эти празднования, когда включали, там не только презентация книги, но и другие мероприятия, не только в Сыктывкаре, но и в Часово, в Выльгарте. И вот потом вот так пошло, что через 5 лет снова такие же мероприятия, где-то неделю, там уже появилась пьеса о нем. Дальше, столетию, другие мероприятия. Вот поэтому и получается о нем больше стали знать, потому что это все было не то, что там можно, конечно, вспомнить какой-то вечер памяти провести, о нем вспомнить хорошим словом, потом разошлись и снова забыли на 5 лет. И чтобы вот такое не случилось, мы вот и придумали вот это комплексное, что неделя. И вот через 5 лет, вот вчера мы встречались с Владимиром Степановичем, уже говорили о том, что через 5 лет надо что-то снова придумать. И что еще? Таких людей, конечно, как Степан Иванович, очень много у нас. Но почему-то все мы забыли, и хотелось бы, чтобы каждый из вас, кто здесь присутствует, взялся и одного такого-то поднял из небытия и дальше. Все. Ну, может быть, в 2 словах о чем статья, хотя бы, что вы там упоминаете, о чем рассказали? Ну, примерно то же самое, что там это воспоминания, потому что был у него очень хороший дневник, где он вспоминает о своей жизни, там записывает такие интересные случаи в своей жизни, которые мне помог потом написать пьесу. Вот эта пьеса на коме на русском языке Ермолин ходила.
через, как его не стало, не было еще Юкова. Тоже несколько стихотворий Юкова. Приблизительно. Вопросы, может быть, у кого-то возникли? Я скажу, почти. Давайте. Но не про меня, я не говорю. Знаете что, я в нем, конечно, ничего не могу знать, потому что я не тех годов, но я вот Вдовицын Александр Васильевич, вот благодаря его, Да, вот, Часов, очень Часова оживает, благодаря его. Если бы не он, многое было бы забыто. Вот, потому что вот я их знаю, маму, папу знаю, до сих пор мы были, а Сашенька учился за нами. А сестра Лидочка была, вместе мы учились. Но вот я горжусь. Александр Васильевич, конечно, Да, делал Александр Васильевич, очень благодаря многое. ему очень много делается, и пусть еще делается. И если его и не будет, пусть такой же человек будет кто-то продолжать. Да? Конечно. Да, вот. Тогда Часова 80-летие, 85-летие проводили, но они дальше не пошли, просто Часова Да, да. знали, а республика не знала. А чтобы такого не было, мы вот придумали все эти мероприятия, которые проходят. Надо бы, конечно, о каждом каком великом человеке, их очень много, сделать вот такие мероприятия. Не так, День памяти рассказали, там разошлись, И таких людей в деревнях мало. Единичные, их-то вот и не надо забывать. Вот такого типа вот Сашенька, молодец, что вот там, знаешь, еще поковырялся там, и это нашел и вот нам показал. Я, наверное, много не знала, я рада, что я вот пришла сюда и вот о нем столько много узнала. И благодаря вас, спасибо вам. Владимир Степанович отвечает, что всегда с большим удовольствием вспоминает свой прошлый приезд в Часово. Тогда местная поэтесса Галина Васильевна Степанова подарила ему написанное ею стихотворение о Степане Ивановиче. Стихотворение называется «Память великого артиста». И сейчас мы послушаем, как сама Галина Степановна читает это стихотворение. Красивое, старинно, весело, а для Егора Степана было свято. Ведь это отчий дом, и родина его, то место, где родился он когда-то. Мальчишкой босоногий ползал, на бурьян корнису корову в поле, метала башмачка его то тут, то там, но в душе зарождалось поэтическое слово. Когда настала безмятежная юность, пора, и жизнь неведомая позвала дорогу, и место босоногое, и посиделки пустаты остались у родни порог. Как благодарен был давно он сегодня, сторонушке родной, та, что взрастила, путевку в жизнь ему во взрослую дала, на пьедестал его высокий возвела. Перед нашим взором вот уже артист, и рукоплещет зал его огромный стоя. Артист, красавец статный, весельчак. И не было ему ни дня покоя, сплетались воедино день и ночь, так продолжались месяцы и годы. Он грустно не умел, не мог, он человеком был историей, а зритель его просто обожал, боготворил, не отпускал со сцены, и повествовать охвал, и не желал ему никакой замены. И жизнь его, подобно пламени свечи, та, что мгновенно темень освещает, звездою яркою зажглась на небесах. Звездный свет навек оставила в людских сердцах. И этот яркий свет, который он в истории оставил,
эмоционально. А где она читала это? Часово. Часово. Тоже вечером. Собирается, да? День потом. Молодец. Ну что, наверное, здесь на этом наш небольшой, да, наверное, вечер памяти завершается. Прошу обратить внимание на выставку нашу. Здесь представлены работы Степана Ермолина и статьи о нем. В том числе, например, в одном из сборников очень интересные частушки о военной поре. Здесь есть вот репертуарный сборник.